Сыктывкар передал, что сегодня в нашем районе сильные порывы ветра и снегопад. Снегопадом точно угадал, и с порывами угадал. Нифига себе погодка нам предстоит. Охренеть. Весна называется, снег выпал. Обещали в Воркуте снегопады большие, метель и сильный минус. Гуси-то точно обратно с тундры обратно полетят. Так, ладно. Сейчас я дрова отнесу, вишбушку затоплю. Так, ну Валерий Батькович первый турпоход. Первый день у нас разведочный, поэтому расходимся в разные места. Нормальная весенняя температура. Практически минус 4. Снега еще навалом. Он отвердел и проваливается, то есть идти хреновато. Ну да ладно. Но я сегодня с легким запозданием выхожу по одной простой причине. Посмотрел, у меня тут изолента, которую я цепляю скотчем, чем только я не мазал. Прикреплял трубку к ружью. Высохла, и трубка стала шевелиться, то есть без прицела остался. Ну, решил перемотать. Перематывал и получил травму. Блин, порезал палец. Ну, что ж, потерял время. Бывает в жизни огорчение. Что сделаешь? Так, ну что. И мы сейчас пойдем. Ну и я готова к труду и обороне. Пошел. Ветер, будь здоров. Ну, ветер приличный, конечно. Иногда солнце выглядывает. Надо же. Нифига себе. Но самая старая лодка в Дрободан состарилась. Утонула нафиг. Ну и ладно. Будем ездить на более новых. Так, ну что, лишний снег нам не нужен. Проскользнешься еще. Ну, что есть, что осталось, то и бог. Вот черт, особо не поработал, кровь пошла. Ну, ладно, бывает. Вчера на подъем воды ставил паз, и вода поднялась на 8 сантиметров. Ну что, поехали. Солнце спряталось, опять ветер. Да, не повезло. Вот этот бырот, ну в смысле шуга, замерзла насмерть. Блин, и вода поднялась. Мне бродней хватит. Ой. Когда вода поднялась, блин, в роднях, я думаю, заливать будет. Попробуем ледокольным способом. То бишь нос подвинем, как всегда делали. Главное сейчас не свалиться. Ну, давай не сопротивляться. Ну, благословит здесь. Опа. Так. Ну что, поехали. Ледокол изображать. Так, первые 3 метра заехал. Блин, внизу лед. Куда упираться-то? Куда? Об лед и упираться. Ай ты, блин, нифига себе, по больному пальцу попал. Ну, бывает. Так, около берега лед более мягкий. Ну что, доехал. Фу, весь в поту. Ну что тут сказать, упорство и труд все перетрут.
И легкие жизненные знания, как ездить по такому льду и такой воде. Вот блин, я так уже в мыле, а тут по такому снегу тяжелому идти надо будет, дойти до озера. Сил много тратить надо. Блин, нафиг я лыжи вез. Нафиг какая дорога. Перекур. Однако у меня калорий хватит с такой дорогой, с таким снегом. Недаром Сыктывкар сегодня прогноз погоды передавал, когда отметил, что у нас самый район, где самые сильные порывы ветра будут. Так, ну ладно, отдохнули, пора опять помучиться. Крутой ветер, крутой. Да. Нормальный сейчас снег. Вот. На лыжах можно было отлично пройтись. Да. Около здоровой елки нашел участок, где снег растаял. Грех не воспользоваться, отдохнуть. Фу, нифига себе дорожка. Чтоб я еще лыжи забыл. Ни в жизнь потом не забуду. Да. А сил у меня хватит дойти. Все-таки прилично уже за 60. О! А еще идти. Фух. Ну что, 12 часов 10 минут. Обед подкрался незаметно. Снова снег идет. Война войной. Обед по расписанию. Скумбрия. Пойдет. А где картошка? Блин. Куда без картошки? И хлеба. Ну что, понеслись по кочкам. И чтобы вспотевшая спина не застыла, не замерзла. Тем более в такой ветер. Накинем плащ. Ну что, давай. Ты думаешь, я до озера дошел и охочусь? Не знаю. Я лично час шел до ручья. А я еще не дошел вообще. Я тут сижу, обедаю. Ловить чаяк, дошел. И до Пиля ты доберешься, да? Ну сейчас я пообедаю и доберусь уж. Тут 200 метров или сколько осталось. Ну, в общем, я уток видел бинокль, там где-то поперечина березовая. Там они плескались несколько, стайка штук 7. И отдельно пара связей до сих пор еще там плавает, гуляет. У тебя на озере не было? У меня нет, только пролетали мимо штук 5, кряковые что ли. Посидишь или как? Я сейчас с избушки, говорю, замерзла, решил плюнуть. Ясно. Но у меня еще надежда не пропала что-то увидеть, поэтому закончу кушать и дойду. То ли я скумбрию давно не ел, но мне что-то понравилось. Когда обычно банкой в лесу, в тайге обедаю, стараюсь под мох, куда-нибудь, чтобы не на глазах валялась и быстрее сгнила. Ну тут кругом снег, лед, поэтому отнесу в яму около избушки. Не будем загрязнять природу. Не знаю, сколько градусов, наверняка минус. Но пальцы замерзли, мерзнуть стали, рукавицы одел, перчатки. Пробиваемся к озеру. Дошел до озера, она вся во льду. Что большая вода с реки зашла на озеро, она тоже замерзла. И тут даже вдоль берега
вода замерзла. А там лед, будь здоров. Ну, пока тут делать нечего. И сколько это будет продлиться, Бог его знает. Классная северная зима. Чуть не сказал зима. Весна. У нас еще далеко не Воркута, но почти метель. Почему примерно метель? Откровенная метель, блин. Однако. Крутая погода. Особенно для охоты. Хорошо, хоть по пробитым следам легче идти, чем пробивать ее заново. О, полегче, конечно. Ну, Валерий Батькович, если одним словом характеризовать весь мой поход по проверке, как там озеро проживает и как утки на озере, ухайдакался, Драбадан. Нас не держит, проваливается по колено. А у тебя как, тоже все в снегу или нет? Тоже у меня, если встанешь да провалишься, на колени больные, удар приходится. Так что я сначала топнул нас, потом наступил, второй топнул. Сколько туда? Метров 700-800. До места я час ровно шел. Я так пожалел, Два что раза сидел. практически тоже 3 раза сидел. А обратно по своим следам-то шел, тёп, да, за полчаса дошел. Ну, намного легче. Я так благодарен, что след пробился обратно идти. Ну ладно. Проверка показала, на озере пока охоты нету 100%. Сейчас, я думаю, по реке вся утка. Ну, на реке мы не охотимся, ладно. Ну, я с целью проверки на лужах можно ходить или нет. Так, до угла дойду, посмотрю, там утки есть или нет. Стоит сидеть или нет. Ой. Слушай, первый торт. Да. Лыжи это вещь. Все, Валерий Батькович, у меня больше все. Не могу сказать, что у меня зверское здоровье. Потопал, там ручей перешел. Думаю, дай сяду на 5 секунд. Сел, вырубило, заснул, не знаю, сколько я там спал. Встал и пошел обратно. У меня все вот это тепание, все силы кончились. Сейчас -3, между прочим. Да. Ну ты хоть уток видал, а я снег и лед.